Вот уже 4-й год подряд по инициативе культурно-благотворительного фонда «Ашана» у нас в стране отмечают Всемирный день доброты. С утра во всех школах учителя и волонтеры проводят детям уроки доброты. Во второй Сухумской средней школе директор фонда «Ашана» Мактина Джинджоля рассказала детям о значимости этого дня. А дети, в свою очередь, рассказывают о своем понимании доброты. Я понимаю, помощь – это кому-то помочь, тем детям, которые нуждаются больше всего, у которых нет таких пунктов, не могут пойти в школу, которые, им нужна помощь, и мы помогаем тем, чем мы можем. Доброта – это прежде всего бережное и внимательное отношение к кому-либо или к чему-либо. Когда говорят «добрый человек», то имеют в виду, что его слова и поступки добры к другим людям и окружающему миру. Каждое доброе деяние делает нас самих лучше. Каждый поступок, совершенный во благо другого, заслуживает уважения. Уже стало традицией, что дети в этот день приносят в школу различные сладости, выпечку, хлебобулочные изделия, игрушки и продают. Такая своеобразная ярмарка, все вырученные средства от которой идут в копилку добра. Сегодня день добра, мы продаем сладости, игрушки, чтобы собрать нужную сумму денег, чтобы помочь бедным детям. Каждому ребенку нужна семья, нужно счастье. И многим детям в Абхазии вот как раз таки этого не хватает. Я надеюсь, мы соберем много денег, вся школа соберет деньги, чтобы этим малышам хватило на счастье, на семью. Научить детей делать добро – главная цель проведения уроков добра в школах. Цель уроков добра – это, конечно же, воспитать в детях стремление делать добро, чтобы вырастить новое поколение милосердных, добрых детей. Уроки добра не направлены на сбор средств, однако многие школы стараются креативно подходить к проведению уроков. В этот день организовывают выставки продажи детских поделок, ярмарки еды. Приглашают на это мероприятие родителей, гостей, которые покупают у детей поделки, сладости, жертвуют фонд «Ашана» на лечение больных деток. В Сухумской 10-й горской школе волонтеры также провели урок добра. Затем ученики 9-го В-класса посетили дом-интернат для престарелых и инвалидов. Заходя в каждую палату, дети дарили пожилым людям фрукты и сладости. Те же, в свою очередь, благодарили гостей и охотно интересовались жизнью школьников и давали дельные советы. С 5-го класса должны дети учить шить, вязать, чтобы, может, кто-то великим математиком не будет, но мама и сестрой обязательно будет. Шить и вязать надо. Так что большое вам спасибо, что вы нас вспоминаете. Огромное спасибо вам. Спасибо вам за ваш труд. Да. Я думаю, что подобные акции следовало бы проводить чаще, потому что все-таки это одинокие пожилые люди. Им было бы, конечно же, безумно приятно видеть детей, приходящих их навестить. Быть добрым важно не только в этот день, но и ежедневно, причем безгранично и бескорыстно. Ведь даже одно маленькое доброе дело может по-настоящему осчастливить множество людей вокруг, сделать всех чуточку добрее. Алика Трапш, Саида Гухава, Абхазское телевидение.